Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия вперед». Сегодня глава республики Айсен Николаев подведет итоги работы за март. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Здравствуйте. Состоялись в марте выборы президента Российской Федерации. ЦИК назвал явку рекордной в новейшей истории России. И в Якутии была очень высокая активность избирателей, потому что за нынешнего главу государства показали рекордный процент 87,79. Как вы оцениваете эти выборы и чем можно объяснить такой результат? Безусловно, прошедшие выборы президента России – это главное политическое событие даже не этого года, а нескольких лет, наверное. И, конечно же, вот то массовое, огромное участие населения в выборах с рекордной явкой, как вы отметили, и показатели президента страны 87,29 по стране и вот 87,79 по республике, они говорят о единении нашей российской нации, об единении в вопросах развития нашей страны. И, конечно же, люди единодушно поддержали сильного лидера сильной страны. И результат в нашей республике вот рекордный. Никогда ни один политик на федеральных выборах таких результатов не достигал. Это, вот еще раз говорю, это показатель доверия нашего населения президенту страны Владимиру Владимировичу. Я благодарю всех тех, кто принял участие в выборах. У нас явка была 71,5%. Это очень важно, прийти в такие дни на избирательные участки и выразить свое отношение к дальнейшему курсу, которым пойдет наша страна. И вот те рекордные показатели по качеству голосования, конечно же, они говорят о том, что подавляющее большинство населения и в наших артийских районах, сельскохозяйственных районах, промышленных районах, в столице республики, оно голосует именно за президента страны. У нас практически во всех районах так, от 83% до 95% за президента страны. У нас на 36 участках население проголосовало 100%. Это тоже вот редчайшие случаи, когда все вот едино 36 участков. У нас никогда такого не было. Вот. На многих участках люди 100% поддержали действующего президента. Вот. И я уверен, что вот эти выборы послужат, как президент сказал, таким, знаете, стартом новых побед нашей страны. Причем надо отметить, что люди сами выбирали, и все 3 дня голосования прошли открыто и легитимно. Не было зафиксировано нарушений у нас в регионе. Вообще ни одного из жалобы ни в одну избирательную комиссию, ни участковую, ни территориальную у нас по республике Саха-Якутия не поступило. Это вот тоже показатель открытости и легитимности наших выборов. Айсен Сергеевич, в этом месяце нашу страну, да и не только, целый мир потрясло происшествие, которое было в Подмосковье, в Крокус-Сити-холле. Во всех уголках республики появлялись стихийные мемориалы, люди несли цветы и свечи в память о жертвах теракта. Вот что лично вы почувствовали? Конечно, я, как и все наши сограждане, почувствовал огромную боль. Боль от той трагедии, которая случилась в Крокус-холле. Вы знаете, я хорошо знаю этот зал, и многие мои близкие люди буквально перед этим были в том зале, так, поэтому, конечно же, для меня это вот очень серьезный такой удар был, ну еще как для всех нас. Терроризму оправдания никакого нет, у него нет ни национальности, ни вообще человеческого обличия, так, это просто не люди, которые вот хладнокровно расстреливали мирных, простых людей. И хорошо, что вот их всех поймали живыми. Это на самом деле редкость. Уверен, что следствие сейчас выведет уже не только на исполнителей, но уже и на заказчиков этого чудовищного теракта. Они все должны быть наказаны по самой строгости всех законов. И, конечно же, желание наших врагов, оно понятно, оно вселить в панику, вселить страх в людей, вселить рознь между людьми. Но мы в таких случаях всегда сплачиваемся. И уверен, что так будет и в этот раз. Мы еще сильнее сплотимся, дадим отпор всем этим террористам, всем нашим врагам.
И, конечно же, у нас в республике и в других субъектах мы сейчас рассматриваем, принимаем дополнительные меры безопасности, чтобы таких чудовищных терактов не происходило. Тем более у нас много массовых мероприятий. И уверен, что правоохранительные органы по всей стране сделают все, чтобы, вот еще раз говорю, предотвратить возможность таких террористических актов со стороны наших врагов. Вы подписали 2 стратегических указа о развитии местного производства и туризма и об ускоренном развитии транспортной и энергетической инфраструктуры. А в начале марта были подписаны документы о развитии Арктики и об экологическом благополучии. Давайте подробнее поговорим про каждый из них, какие основные направления работы предстоят по указам. Ну, говорить можно про них очень долго. Это плод достаточно серьезной работы, многолетней работы по развитию нашей республики. После моего избрания 2-й раз на пост главы республики я говорил о том, что будет подписан ряд стратегических указов. В некоторых случаях это будет уже новая редакция ранее существовавших, а в некоторых случаях это будут уже новые указы. И вот как раз указы по экологическому благополучию, указ по развитию Арктики – это как раз развитие ранее подписанных указов, которые вот в период моего первого срока на посту главы мы реализовывали. Многие мероприятия были реализованы, и вот я счел возможным уже в новой редакции поставить новые задачи, дополнить старые задачи для того, чтобы эти вопросы всегда оставались в поле зрения и органов власти, и нашего общества. И вот вопросы экологии, они крайне важны для всех нас, так же, как и развитие огромной территории нашей Якутской Арктики. И вот исходя из этого, вот новая редакция этих указов появилась, она более ставит серьезные задачи, и уверен, мы их обязательно выполним. Что касается указов по транспортной и энергетической инфраструктуре, то здесь, конечно же, мы сейчас подошли как раз уже подготовленные к реализации масштабнейших проектов, которых никогда в истории республики не было. Мы сейчас стоим на пороге, знаете, такого взрывного развития энергетической и транспортной инфраструктуры, которая позволит решать уже на новом уровне задачи социально-экономического развития Якутии. Сегодня нашему быстрому развитию, что в экономике, что в социальной сфере, во многом мешает как раз вот отсутствие транспортной доступности, отсутствие хороших дорог, хороших аэропортов, неразвитость той же вот сети автомобильных дорог. Ну а что касается энергетики, то, конечно же, вот и уже сегодня мы испытываем дефицит энергии. Совсем недавно у нас ее было и с избытком, у нас экономика росла не так быстро, но сейчас, когда вот мы растем очень быстро, появляются новые производства, то развитие энергетических мощностей не поспевает за ростом экономики. И вот поставлены амбициознейшие задачи, начиная вот от строительства Ленского моста, заканчивая уже вопросами содействия со стороны республики строительству крупнейших энергетических проектов, таких как вот атомная станция малой мощности в Устьянском районе, Новоленская ТЭЦ в Ленском районе, и вторая очередь Якутская ГРЭС-2 и ряд других проектов. И это все вкупе должно позволить нам кратно, например, 4 раза повысить транспортную доступность круглогодичную для населения. То есть мы должны вот с нынешних там 20 с небольшим уже выйти практически на уровень почти 90% круглогодичной доступности для населения. Это огромный рывок, и, конечно, это мы связываем со строительством Ленского моста и уже проездом круглогодичным по нашим автомобильным дорогам. Должна быть повышена транспортная мобильность в авиации. Мы считаем, что здесь пассажиропоток должен увеличиваться, и, конечно, здесь субсидирование авиарейсов, в первую очередь внутренних, тоже должно у нас стоять во главе угла. По энергетике отдельно отмечу, что мы не только самые вот такие крупные проекты должны реализовывать, мы должны реализовывать проекты, связанные с развитием гибридных электростанций на северах в первую очередь и в труднодоступных территориях, которые себя уже вот несколько построенных с самой лучшей стороны показали. Что касается указа о местном производстве и развитии туризма, конечно же, он в первую очередь направлен на развитие товарного производства в сельском хозяйстве. Мы много об этом говорим, но мы сейчас ставим более серьезные задачи именно в увеличении товарного производства. Мы также ставим задачу о выводе новых продуктов, появлении новых продуктов из
продукции нашего сельского хозяйства, о повышении товарной продукции, о насыщении потребительского рынка. Ведь главная задача аграрного сектора сегодня это что? Это чтобы якутяне могли покупать в достаточном количестве местную продукцию. У нас ее, к сожалению, не хватает. Причем по многим направлениям ее очень мало. И мы должны это резко увеличивать. Что касается и мясной продукции, и молочной продукции, овощной продукции. Работа непочатый край. И уверен, что при поддержке властей аграрии с этой задачей справятся. Ну и, конечно же, развитие и других отраслей традиционных местного производства. Это и ювелирная, гранильная промышленность, это и развитие кузнечных ремесел, которые мы особо отдельно отметили. Это развитие легкой промышленности. Это создание территорий местного производства. Не менее 15 оно должно быть у нас в республике за ближайшие 5 лет создано для того, чтобы именно местное на местах предприниматели имели возможность выпускать продукцию и насыщать местный рынок именно вот местной продукцией. Это начиная от стройматериалов, заканчивая, еще раз говорю, вот продукцией уже пищевой промышленности. И, конечно же, вот индустрия туризма. У нас туризм сегодня пока только в самом-самом начальном этапе своего развития. И мы должны сделать все, чтобы Якутия с ее огромными территориями, с ее богатствами, красотой, она стала тем местом, куда люди будут приезжать и изнутри республики, вот у нас внутренний туризм должен развиваться, из других регионов страны. Ну и если уже такая возможность появится, уже и из-за рубежа надо, чтобы туристы сюда приезжали, оставляли здесь деньги, так, чтобы за счет этого как раз наше местное население повышало свои доходы, улучшало качество своей жизни. Поэтому эти важнейшие 4 стратегических указа подписано в течение марта месяца. Остался еще один указ, который мы, уверен, в апреле закончим, доработаем и подпишем. Это касается развития творческих индустрий, креативной экономики республики, цифрового ее развития. Тоже важнейший для развития Якутии документ. Но так как мы там тоже являемся лидерами страны уже по многим направлениям, сейчас достаточно большая дискуссия идет и в правительстве, и в институтах развития. Но уверен, что вот в течение апреля документ будет доработан, и я его подпишу. Айсан Сергеевич, работа по документам идет параллельно с нацпроектами, потому что в этом месяце вы подводили еще итоги и по национальным проектам. Конечно же, национальные проекты – это важнейшие документы, которые постоянно находятся в поле моего зрения. Мы их мониторим. И ведь благодаря национальным проектам нашего президента Владимира Владимировича Путина жизнь и у нас в республике, и в стране развивается. Развивается очень быстро. Да? Мы одни из социальных объектов за эти годы ввели 329 крупных социальных объектов. Большинство из них по национальным проектам. В прошлом году объем средств, полученных нами из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, почти 70 миллиардов рублей. Вот та же программа аварийного жилья, она же реализуется именно исключительно как раз в первую очередь благодаря национальному проекту и средствам федерального бюджета. Конечно, работа здесь непочатый край. Мы рассматривали исполнение программ по национальным проектам традиционно с участием прокурора республики. Я бы здесь хотел особо отметить, что прокуратура здесь работает очень вдумчиво и является нашим серьезнейшим помощником, выявляя как раз недочеты, выявляя какие-то запаздывания в реализации национальных проектов, вовремя давая замечания. Вот мы вместе как раз и министерство, ведомства, муниципалитеты обращаем внимание и, скажем так, поправляя их, все-таки добиваемся того, чтобы национальные проекты реализовывались у нас полностью. Конечно же, есть вопросы по кассовому исполнению. Во многих случаях они связаны с объективными причинами, с задержкой поставок, связанных с санкциями, например, в частности. Так? Но вместе с тем, в целом я вижу, что нарушений становится меньше, качество работ в целом нормально, конечно, но при этом, еще раз обращаю внимание, есть вопросы. Да, мы их выявляем, обращаем внимание, в случае необходимости прокуратура принимает меры прокурорского реагирования. В результате этого, еще раз говорю, самая главная наша задача, чтобы национальные проекты работали и их итоги были полезны каждому жителю нашей Якутии.
Я думаю, что жители уже оценивают итоги нацпроекта, взять хотя бы безопасные, качественные дороги или здравоохранение, потому что республика в этом плане действительно преобразилась. А ведь сейчас в стране идет полным ходом год семьи, а у нас еще и год детства, объявленный как раз-таки вами. Вот недавно обсуждали меры поддержки многодетных семей, эта тема затрагивалась и на вашей встрече с президентом. Какие решения были приняты? Президент нашей страны 23 января подписал указ о поддержке многодетных семей в целом по стране, в котором как раз определил статус многодетной семьи, определил меры поддержки, которые должны быть едины для всех субъектов. И, конечно, вот я собирал руководителей правительства как раз для того, чтобы обсудить реализацию указа президента на территории Якутии. Есть ряд вопросов, по которым уже республика, те решения, о которых озвучены президентом, мы уже приняли, они у нас полностью уже работают, по ним никаких дополнительных решений не надо, но вот по 3 направлениям решения они должны быть приняты в течение этого года. Это горячее питание в школах для всех детей из многодетных семей. Это бесплатный проезд на общественном транспорте для детей из многодетных семей. И это вопросы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей. По всем вопросам конкретные поручения даны для того, чтобы уже в течение этого 2024 года все нормативные правовые акты Республики Саха-Якутия, муниципалитетов были изменены для того, чтобы указ президента был полностью исполнен. Конечно же, у нас многодетных семей много, свыше 34 тысяч семей, из них порядка 21 тысячи семей, даже больше 23-24 тысячи семей, это семьи с 3 детьми. Самое, большее количество их. Так? И поэтому, конечно, вот для этих семей реализация всех этих пунктов указа президента в полной мере, конечно же, она позволит им улучшить свою жизнь. И, безусловно, вот и президент про это говорил, и я говорю, многодетность должна перестать быть синонимом во многом, к сожалению, бедности. У нас среди многодетных семей бедность гораздо больше, чем среди других семей. Так? Это и в стране, и у нас в республике. И вот наша задача, в том числе в рамках исполнения моего указа о мерах по борьбе с бедностью, вот как раз кратно сократить бедность среди многодетных семей. Это такая серьезнейшая задача всех органов власти. Одна из серьезных задач сезонно появляется в Якутии – это борьба с паводком. Вот наступает весенний сезон, и специалисты дают разные оценки грядущему паводкоопасному периоду. Как республика готова к прохождению? Готовность к прохождению паводка уже покажет сам паводок непосредственно, так? Но на сегодняшний день все необходимые решения приняты. Сегодня ведутся работы уже по подготовке, и началась работа по зачернению, по распиловке на опасных участках. Зато опасные участки все определены. В этом году мы ожидаем, что все-таки такого, скажем так, сильного наводнения на малых реках, как в прошлом году, все-таки не будет, хотя тоже разные возможности могут быть, так, не самые приятные. Но в целом мы, конечно, ожидаем более-менее спокойный паводок. Толщина льда, она во многом на уровне или даже чуть ниже средних многолетних значений, хотя есть участки с чуть-чуть превышением. Поэтому в целом пока на сегодняшний день Росгидромет дает, что паводок будет на несколько дней, на день, на 3 раньше многолетних таких средних значений. Вот. В любом случае мы должны быть готовы к любому повороту ситуации. Мы всегда прекрасно знаем, что любой, даже самый такой незначительный затор моментально может превратиться в серьезную такую опасность. И уже в результате может быть, паводок уже угрожать и населенным пунктам, жизни людей, объектам экономики. Поэтому здесь готовность сил нашей региональной системы по борьбе с чрезвычайными ситуациями, по их ликвидации их последствий, она сейчас уже становится максимальной. Погода действительно непредсказуемая, но как
говорится, где паводки, там и пожароопасный сезон. В этом году в Якутии увеличили объем финансирования на охрану лесов. Какие противопожарные мероприятия в лесах запланированы и в каких объемах? В целом у нас объем средств по сравнению с прошлым годом незначительно вырос за счет увеличения финансирования из республиканского бюджета. У нас свыше миллиарда рублей традиционно предусматривается. Федеральное финансирование осталось на уровне прошлого года. Мы вот буквально в эти дни собирались и на уровне Министерства природных ресурсов, потом был большой селектор у вице-премьера Абрамченко по подготовке к пожароопасному сезону. В целом готовность у республики есть, хотя, конечно, остаются вопросы к ряду поселков, городов и сел, у которых не завершены работы по созданию минерализованных полос. Их надо постоянно обновлять. И здесь, к сожалению, порядка 50 еще населенных пунктов у нас имеют нарушения. Так и сроки поставлены, в течение которых эта работа у них должна быть завершена. В целом мы видим, что лето этого года может быть таким засушливым, жарким. Большая у нас работа поэтому будет проводиться по предотвращению вообще пожаров. И с этой точки зрения вот тот эксперимент, который себя неплохо показал за последние годы по вызыванию дождей и снижению класса пожарной опасности превентивному, он у нас будет продолжен. И где-то уже с середины мая эти самолеты у нас, один самолет уже наш полярных авиалиний, второй Росгидромета, у нас на территории работу должны начать. Ну и вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что уже в июле месяце будет у нас пик, сухие грозы. Ну и здесь, конечно, будем максимально быстро реагировать на то, чтобы на появление пожаров, для того, чтобы максимально быстро их тушить, не допускать их разрастания. В целом, еще раз хочу сказать, что и паводок, и лесные пожары – это традиционные для нашей республики с ее климатическими особенностями, с ее огромной территорией явления. Ну и поэтому здесь, конечно, у нас и опыт большой есть, силы уже достаточно серьезно уже подготовлены. Поэтому надеемся, что и погода все-таки не будет очень такой суровой по отношению к нам, Якутии, и дай бог все обойдется. Ну и специалисты свое дело, конечно, знают. Я предлагаю поговорить об указе президента Российской Федерации, когда было присвоено звание Героя России еще двум уроженцам нашей республики. Это Игорь Юргин и Николай Соболев. Теперь у нас в республике вообще 6 обладателей золотой звезды. А вы встречались с отцами этих парней и говорили о их воспитании и характерах. Что объединяет героев России, которые живут на нашей якутской земле? Николай Соболев и Игорь Юргин – это профессиональные военные, майоры, оба уроженца Якутии, выросли, один в Алданском районе, в Нижнем Куранахе, другой, Николай Соболев, здесь у нас, в городе Якутске. Оба с первых дней специальной военной операции находятся на фронте, мужественно воюют. По 2 ордена мужества у них, и указом президента им присвоена высшая награда нашего государства, звание Героя России, и министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу уже вручил золотые звезды героев. Конечно же, я и как все якутяне искренне поздравляем наших героев, желаем им, главное, здоровья и победы. Я встречался с отцами, тоже поблагодарил их за то, что вырастили таких мужественных сыновей. Отцы радуются, так же, как и радуется вся, наверное, республика, гордятся своими сыновьями, ждут их. Ну и мы просто по-человечески поговорили, как ребята росли, как выросли, почему стали военными, что их на это сподвигло. Очень такой человеческий разговор. Отца Николая Соболева я хорошо знаю, Сергей Владимирович, он у нас многие годы возглавлял ДОСААФ республики. Ну и отец Игоря Юргина, он простой, хороший, такой, добрый человек. Всю жизнь проработал на золотодобывающем нашем предприятии «Валдан золото», полюс золота, так, водитель. Тоже рассказал о сыне, как он рос, как он с детства увлекался самбо, единоборствами, в военно-патриотический клуб, как ходил, ну и как стал военным. Еще раз хочу подчеркнуть, что у нас уже
6 героев. Все ребята наши воюют мужественно, так, на фронте. Вот при моей крайней встрече с президентом по ВКС 14 марта президент особо отметил, что вот якутяне воюют мужественно, круто. Вот, и он всегда тоже с теплотой отзывается о наших бойцах. И, конечно, мы все, еще раз говорю, молимся, чтобы они живые, здоровые, с победой быстрее вернулись домой. И такие показатели говорят, пожалуй, о том, что действительно есть дух патриотизма у нас в регионе. В республике не так давно, 19 марта, стартовала эстафета огня «Дети Азии». Огонь был зажжен на священной земле Ленских столбов, на исторической родине первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Сейчас зажженный огонь, факел, фотолампадка продолжает свой путь по Якутии. На ваш взгляд, какая главная идея проведения 8-х игр «Дети Азии»? Вы знаете, идея этих игр была заложена вот нашим первым президентом, да, через дружбу в спорте к миру на земле. И мы эту идею, все эти игры, вот «Дети Азии» проносим и будем ее нести дальше. Особенность это важно сейчас, когда, вот видите, даже взрослые Олимпийские игры превращаются уже в какое-то там, знаете, политическое шоу, там одних пускают, других не пускают, там одним можно все, другим вообще ничего нельзя. Так уже даже, ну, вспоминая, какие были Олимпийские игры там несколько десятилетий назад, их сейчас, это вообще, ну, очень такое неприятное чувство остается. И это именно из-за того, что принципы олимпизма Международным олимпийским комитетом, к сожалению, совсем забыты. А ведь это на самом деле должны быть честные спортивные игры, без разделения там на кого-либо, да, без притеснения кого-то, открыто для всех. Должна царить дружба. И вот как раз наши игры «Дети Азии» всегда вот этим отличались. Вот. Абсолютной честностью, чистотой, в то же время такой настоящей спортивной борьбой. Ведь недаром с именно спортивных арен «Детей Азии» выросли многие олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Азии, национальных чемпионов многие выросли. Так и не только нашей страны, но и многих стран Азии. И в этом году интерес очень большой. Количество участников очень большое будет. Ну, свыше 20 стран приедет на игры, уже заявки есть. Будет большое количество уже участников. Команды выросли в размерах, так, мы это точно видим. Вот. Ну и, конечно, мы готовимся. И вот 19 марта на зажжении огня игр «Дети Азии», которое вот на Ленских столбах у нас было, ну, присутствовало 10 олимпийских чемпионов самых разных видов спорта. Тоже такой, знаете, уникальный случай. И все они в один голос подчеркивают, что интерес к играм «Дети Азии» очень большой. Это уже бренд не только Якутии, но и всей нашей страны, и даже всей Азии. Поэтому, конечно, ответственность у нас большая. Но я уверен, что мы вместе, все якутяне, игры проведем, как всегда, на самом высоком уровне. А можно ли сказать, что Михаил Ефимович Николаев словно предвидел, что игры перерастут в такое масштабное событие? Знаете, Михаил Ефимович делал много очень правильных вещей. Ведь недаром вот и здоровый образ жизни, вот дни матери, дни отца, многое из того, что он в свое время как бы начинал, и что многие тогда еще и не понимали, оно сейчас превратилось уже в принципы национальной политики. Просто он думал о людях и делал все, что людям жилось лучше. Вот. И, конечно же, вот как раз это традиционные ценности нашего народа, многонационального Якутии, они ложились в основу его решений. И, конечно же, это вот было правильно. И вот сегодня мы видим, как при правильном, дальнейшем развитии этих подходов это все уже перерастает уже в общенациональные такие проекты. Я горд за то, что вот мы сегодня уже, вот еще раз говорю, 8-й раз будем проводить такие уже крупнейшие международные спортивные мероприятия на территории всей нашей страны. Опыт есть, и они пройдут на самом высоком уровне. Айсан Сергеевич, большое спасибо, что нашли для нас время. Мы всегда будем рады видеть вас в нашей студии. Спасибо.